За последние 5 лет обсуждались 3 версии казахского алфавита на латинице. Последние изменения были сделаны в апреле 2021 года. Вашему вниманию представлен обучающий курс «Перезагрузка казахской латиницы 2022». Всем привет! В первом уроке мы рассмотрим произношение букв. Начнем с гласных. 8 гласных образуют пары по твердости и мягкости. Рассмотрим твердые звуки. При произнесении твердых звуков язык отодвигается назад. Буква А. Она, мать. Ата, дедушка. Апа, старшая сестра, обращение к женщине старшей по возрасту. Адам, человек. В словах шаш, волосы, шай, чай, чай, просто простой, произносится мягко. Следующая буква О. Это та же буква А, произнесенная с почти закрытым ртом. Не забываем, что при произнесении твердых звуков язык отодвинут назад. Между двумя согласными практически не произносится. Например, алтын – золото, эдес – посуда. Буква О. Отбасы – семья, дос – друг. Если в слове после О следует слог с буквой то произносится как О. Болдо – был, в другом значении хватит. В отличие от русского, в безударной позиции не переходит в звук А, иначе может измениться смысл слова. Орман – лес, арман – мечта. Следующая буква. Вытяните вперед и слегка округлите губы. Язык отодвиньте назад. Затем звук О произнесем в 2 раза короче и твердо. У вас получится звук О. Корбо – подруга. Если в слове после О следует слог с негубным гласным то последний звук произносится тоже как О. Жомос – работа. Теперь рассмотрим мягкие гласные. При произнесении мягких звуков кончик языка продвигается вперед. Чтобы произнести следующую букву, кончик языка продвигаем вперед и прижимаем к нижним зубам. Произнесем звук А. В итоге получится звук Эке – отец, Эже – бабушка, Эпке – старшая сестра, Эель – жена, женщина. Чтобы произнести следующую букву, необходимо, чтобы язык также был продвинут вперед и касался нижних зубов. Теперь приподнимем уголки губ вверх и сверхкратко произнесем предыдущий звук В итоге должен получиться звук Потренируйтесь у зеркала. Эне – младший брат. Между двумя согласными практически не произносится. Например, кем – кто, бер – один. Чтобы произнести следующую мягкую букву, губы сильно вытягиваются. Язык касается нижних зубов. Теперь произнесем обычный звук О, и у нас получится звук В. В начале слова обычно произносится как В. Сөз – слово. Если в слове после В следует слог с буквой то этот звук произносится как Көлік – автомобиль. Если в слове после В следует слог с буквой Е, то этот звук произносится как Весёк – слухи. Следующая буква является краткой версией предыдущего звука В. При произнесении данного звука губы вытягиваются и слегка округляются. Язык касается нижних зубов. Күйеу – муж. Если в слове после следует слог с гласным то последний звук произносится тоже как Үміт – надежда. Если в слове после следует слог с буквой Е, то Е произносится как Дүкін – магазин. Мягкая буква Е не имеет твердого аналога, соответствует русскому звуку Е в начале слова. Ель – есть. В отличие от русского, в любой позиции читается как Е. Не переходит ни в звук ни в звук И.
ене – свекровь, теща, немере – внук, внучка, еркек – мужчина. 14 согласных образуют пары по твердости и мягкости. Б, П, В, Ф, Г, К, Г, Х, Д, Т, Ж, Ш, З, С, а также буква Х. 7 сонорных согласных М, Н, Н, Л, Р, У, И. Давайте составим казахский алфавит. Сначала идут гласные. Теперь добавим в наш алфавит 7 звонких и 8 глухих согласных. Из них нас интересуют только 2 буквы, которых нет в русском языке. Буква Г. Ага, старший брат. При произнесении данного звука задняя часть языка смыкается с задней частью неба. Буква Х. Карандас. Младшая сестра по отношению к мужчине. Кайната – свекор, тесть. В отличие от звука К, при произнесении звука К, задняя часть языка приподнимается и смыкается с задней частью неба. Добавим в алфавит 7 сонорных согласных, 3 из которых отсутствуют в русском. Буква И. После согласных в твердых словах читается твердо, мягких – мягко. Жейналыс – собрание, жиен – племянник, племянница. В односложных словах И в основном мягкое. Би – танец, ит – собака, но в слове мы – мозг, твердое. В сочетании с буквой А произносится как я, ягни, то есть. В сочетании с буквой У произносится как ю, аю – медведь. После гласной и перед согласной читается как е. Үй – дом, айлык – зарплата. Буква У. В твердых словах читается твердо, в мягких – мягко. Рухани – духовный, сюрет – картина. В односложных словах У твердое, ту – знамя. Перед и после гласных в начале, середине и конце слова произносится в, как английская буква W. Вакыт – время. Наурыз – март, праздник Наурыз. Актау – город Актау. Буква Н. Если при произнесении обычного звука Н кончик языка прижимается к верхним зубам, то при произнесении звука Н кончик языка опускается к нижним зубам. Задняя часть языка тесно прижимается к заднему небу. Рассмотрим примеры. Сынле – младшая сестра по отношению к женщине. Жеңіс – победа. Ударение в казахском языке в основном падает на последний слог слова. При присоединении к слову любого количества окончаний и суффиксов ударение передвигается на последний слог. Но есть исключения, которые больше всего затрагивают тему глаголы, поэтому подробнее остановимся на этом при изучении глаголов. Давайте напоследок произнесем все буквы казахского алфавита на основе латиницы. А, Б, Д, Е, Ф, Г, Г, Х, И, Ж, К, Л, М, Н, Н, О, В, П, Q, R, S, Ш, Т, У, О, В, О, З. На этом все. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и увидимся в одном из следующих уроков.